Скажите, пожалуйста, были ли какие-то угрозы в этот раз перед псевдовыборами в Крыму? Смотрите, давайте я, во-первых, продолжу ту мысль, когда я говорю, что вообще-то никаких выборов здесь не было, потому что выбирать было не из чего и не из кого. В отдельных районах были сельские советы, где даже на необходимую квоту не выдвинулось количество кандидатов. Это о чем говорит? О том, что люди немножко поняли, что это за выборы. В других сельских советах произошло то, что избирательные комиссии еще до начала избирательного процесса стали отсеивать наиболее таких рейтинговых кандидатов независимых и под поводом, что там подписи что-то неразборчиво, где-то декларация не так заполнена, под иными надуманными поводами просто выбрасывали их из числа кандидатов, и таким образом получалось, нужно выбрать 10 депутатов, было 11 кандидатов, одного слабенького, зачуханного кандидата для разнообразия всовывали, и поэтому неудивительно, что на 25 округах в Крымский парламент, так званый, было избрано 25 делегатов от «Едим Россию». Да, Заирагай. Не давали никому никакой возможности. Мы же видели и выборы в Мосгосдуму, где тоже самое выбрасывали кандидатов, и за желание кого-то там попасть в эти списки, какие массовые акции протеста были, но тем не менее, кроме репрессий, это ничем не закончилось. И по завершению выборов прошли более 200 обысков в штабах Навального, как будто фальсификациями занимались в штабах Навального, а не тех в избирательных комиссиях. Кстати, в Красногвардейском районе, где я живу, в ПГТ Октябрьском, члены комиссии были засняты на видео, как совершали массовый вброс. Поэтому не было выборов, была их имитация. У меня последний к вам вопрос. Вот просто интересно, как в Крыму непосредственно воспринимают таких людей, персонажей, которых мы наблюдали? Вот, не боюсь этого слова сказать, ну, откровенный клоун, который в дальнейшем там извинялся, и вот в итоге его выбрали. Вот как в Крыму непосредственно воспринимают таких людей? Ну, были те депутаты, которые были не рукопожатны, их не приглашали на свадьбы. Если они вдруг где-то появлялись на каких-то мероприятиях, то от них отходили в сторону, чтобы, не дай бог, кто-нибудь не видел рядом. То же самое будет и с этими клоунами. Ну, то есть они сами себе неуважение, вот это презрение среди народа, они заработали.